ходит коробка, смотри. Барда. О, это Астана, детка, это Астана. Вообще капец. Это что творится? Вы видите, да? Ветер вообще жесткий. Я даже, им нужна вот эта коробка или нет, интересно. Хайрлы күн, құрметті достар, и мы в Астане. Круглый год. Где круглый год ветер? Искать ветра в поле можно здесь, потому что здесь круглый год ветер и холод. Я закончила второй этап построения отдела продаж у своего клиента Меймарт. Ведь теперь я могу уехать. Было. Вы даже не представляете, что случилось. Короче, дело к ночи. 15 мая я должна обновлять РВП. То есть я должна быть уже с обновленным РВП, поскольку я этого не сделала, потому что ездила по Казахстану, мне нужно пересечь границу. И я подумала, все-таки нам нужно домой. Как домой? Дом у нас уже в Алмате. Нам нужно на родину нашу, да, чтобы все равно раз в год хорошо поехать, да, вот так. Это Нурлы-Жол с другой стороны, кстати. Вот. Я уже рассказывала об этом во влоге, когда мы ехали. Куда мы ехали? В Петропавловском мы ехали. И теперь мы едем в Якутск, чтобы пересечь границу, во-первых. Во-вторых, у нас возникли срочные дела. В-третьих, вот Ника снова приехала, она уезжала на 1 день в Алмату, чтобы забрать мой российский паспорт, потому что у меня там есть кое-какие дела. Вот, друзья, это путешествие еще не закончилось. Ника, ты себя показала, да? Всем привет. Ты слишком близко держишь, а тебе не жестко погано. Всем привет. Да, вот так. Я когда сюда приехала? Вчера, да? Вчера приехала. Вчера приехала вообще неожиданно. Вообще не должна была приехать. Я могла бы одна полететь с Алматы сразу в Якутск, но чтобы Лена одна не ехала в Якутск, прилетела сюда, чтобы вместе поехать. Да, и вместе веселее, снять влог и так далее, короче. Да. Ну и привезти мой российский паспорт. И привезти твой российский паспорт. Кто его знает, что там, да? Все-таки, все-таки всякие же могут сказать, нет, не пропустим. У вас же есть, да, сюрпризов жди, короче, вот так вот. Поэтому вместе веселее, вместе дружнее, и все-таки вдвоем мы сила все-таки. 3 поезда, 1 самолет впереди. Все. Все, ребят, сейчас будем показывать. Ребята, срочно! Вы сейчас, вот смотрите на дверь. Это что? Она сама открывается. Это что за чудо просто? Это Казахстан, детка, ты понимаешь, да? Вот так. Что за новые приключения? Тут ничего не открывается. А тут интересно, что открывается. Прикол, да? Вообще классно. Ух ты! Прошли. Этот ЖД вокзал, конечно, прям. Наш иди? Ты видела, да? Это какой-то не ЖД вокзал, это какой-то, не знаю, Футурама какая-то. Открывающиеся двери увидела его на жестко, да? Меня удивлять легко, я жестко радуюсь каким-то. Даже эскалатор буду радоваться. Оно едет или? Едет. Все. Так, зал ожидает. У нас поезд 10, видите, да? Береги, во сколько говорит? Это вот сейчас 4. Через 6 часов уезжаем. Вот такой зал ожидания. Все. Как красиво, как просторно. Надо вот приезжать, смотреть. Если будете в Астане, выбирайте вот тоже поезда, если есть время. Мне нравится прям в поезде, потому что в последнее время в поездах я хотела именно в поезде, потому что отдохнуть чуть-чуть, потому что у нас все-таки 2 месяца почти скоро будет, как я без выходных, а в поезде я
передохну. Ну все, ребята, сейчас мы найдем, где покушать, посидеть. 6 часов нам надо сидеть, еще и работать. Вот, так что давайте. Сколько мы здесь до ночи решили зайти вот в такую, можно сказать, чайханади, как столовая, да. Такая милая, домашняя. Вот. Чистенько тут. Ребенок работает с мамой. Это очень ценно. И вместо того, чтобы сидеть в каком-то баре, где? В каких-то именитых ресторанах, мы выбрали столовую, потому что тут как будто он домашний, семейный. Ребенок помогает маме, а это нужно всегда поддерживать. И они так хотели, чтобы мы тут сидели. Поэтому мы тут будем сидеть до отъезда. Асболсен. Все, мы выехали, лежим. Ника на втором, я тоже на втором. Все, ребята, жди Петропавловск. Всем привет! Доброе утро. Привет. Мы в вагоне проснулись, едем. Сейчас связи нет, ребят. Как я Это вам... уже другой поезд. Уже другой поезд. Мы не сняли Астана Петропавловск, мы не сняли. И... Ну вообще поезда. Мы сейчас на втором поезде короче, с Астаны мы сели в Петропавловск на поезде, потом с Петропавловска до Новосибирска. Куда? Новосибирск. До Новосибирска. Вообще опаздывали. Ну, вчера я рассказала. Ты будешь вытаскивать то видео, которое я сняла? Я не знаю. Угу. Посмотрим. Посмотрим, да. Я сняла ночью для вас видео и рассказала. Сейчас у нас нет связи, нас проверяли. Со стороны Казахстана тут внутри проверяют, со стороны России тоже внутри проверяют. Все, погранконтроль проверяет, и не надо вот это проходить именно в ЖД вокзале, да. Все здесь, оказывается, проверяется. Вообще прикол, да? И что еще? Как мы только заехали на границу Казахстана и России, все, связь вырубилась. У нас же 2 номера, и российский, и казахстанский, и российский даже не работает. Почему? Потому что в течение 24 часов вообще без связи, оказывается, ходишь. Потому что мы не пользовались этой симкой. И получается, мы сейчас без связи, моя работа встала, мы оплатили все, VPN, там, баланс телефона, но мы ничего не можем с этим сделать. Мы будем сегодня, снимать, постараемся. У меня же рабочие моменты, и мы вообще с Никой... Надо сходить, можно же сделать. Да, попробуем сделать, вдруг получится. Мы с Никой вообще связаны вот со связью, без связи мы вообще... У нас работа встает. Ну вот, если так вкратце, и что сейчас происходит. Мы скоро заезжаем, через полчаса будем уже в стороне Новосибирска. И уже до 11 ночи здесь будем. Постараемся вам показать Новосибирск. Но я уже под вопросом даже то, что с подругой встречусь. Тебе как? Нормально. Только горло чуть-чуть болит. На кондиционер дул, еще холодно. Я спала в кофте. Мы взяли вообще плацкарт, как вы видели, наверное. Вот, плацкарт. Ну, дешево, сердито. Где? Ага. Чего выпендриваться? Итак, мы были купе на Наргальбахтикартыче. Вообще в купе как будто слишком душно и слишком... Ты все равно с тем человеком, с которым вот едешь по Айпутаде. Как-то очень тесно, и ты в тесной связи с этим человеком. А тут в плацкарте как-то есть и есть. Как-то моя мама вообще говорит, в плацкарте безопасно. Тебя никто не тронет, потому что тут много людей. Вот я тоже так считаю. Хорошо. Постельное белье, кстати, отдельно покупалось. В РЖД, вообще в российских железных дорогах, оказывается, постельное покупаешь отдельно. Стоило 234 рубля. Это сколько в тенге?
1500 тенге где-то, да? 1400 тенге. Ага. Ну вот. Мы купили вот такие кружки. Покажи, пожалуйста. С кошками. Хотя бы до дороги. Ну все, ребята. Надеюсь, вам было интересно. Мы садимся и сейчас покушаем. И я уже тоскую. Я решила, короче, вообще зайти в голодание, что ли. Потому что в России дорого. Ну все. До новой локации. Ну что, дорогие, мы прибыли в Новосибирск. Вот так выглядит ЖД вокзал. Пожалуйста. Мы бежали, когда опаздывали, бежали вот на эти лестницы с багажом. Это было жестко. Почему там нет таких пандусов, да? Маннавар, да. Ну все. Вот так выглядит ЖД вокзал. Теперь мы идем разбираться с нашей связью. Ребята, Ника взяла интернет у нашего соседа. Тут у нас сосед сидит. Сейчас он вышел. Он из Кыргызстана. Да. Спасибо огромное. Вот видите, как мы поддерживаем друг друга, да? Телефон еще нам оставил. Пошел прогуляться, а мы скачиваем карту Новосибирска. Мы не готовы. Мы с Никой не готовы были, оказывается. И еще короче, был парень, мужчина тут сидел и все никак не мог узнать, где его путь, где... Лёрах, нет, спасибо большое. И он сидел, и какие-то вот испуганные такие глаза, не знал, куда пойти. И тут, короче, я наткнулась на него и проводила. Нашли путь его поезда, его поезд, посадила, и вот благодарность мне. Орешки дал с Узбекистана, Рахмат, Елдор его зовут, едет в Иркутск, там работает, говорит. Вот, проводила, вообще холодно нереально. Так что в Узбекистане мы были, в Кыргызстане мы были, так что спасибо. Вот тоді так приятно, когда вот помогают с интернетом, я помогла там с вагоном. Вообще вот так нужно поддерживать друг друга, ребята. Так что мы все разобрались, карту скачали, до моей подруги дозвонились. Все, сейчас идем восстанавливать связь. Я уже немножко... все равно надо быть в Якутии. Мы приедем туда и уже все. Это уже родина, это уже... Моя первая задача в Якутске что делать? Это... Подожди-ка, я сейчас спрошу у Ники, что она хочет. Что ты хочешь в Якутске сделать первым делом? Я хочу караси жареные якутские. Караси жареные. А знаешь, что я буду делать? Я буду на своем языке разговаривать налево и направо. Вот и везде буду только на якутском говорить. Все, хватит. Смотрите, ребят, мы именно там, на том месте, вот на таком автобусе мы выехали в сторону Казахстана в 22 году. Ровно на таком автобусе. И именно с этого места мы выехали. Исторический момент. Так захотелось вам отснять, показать это. Мы не знали, куда мы едем, но с полным доверием выехали, что нас Казахстан примет. И это было самым верным решением в жизни. Ну все, я сейчас заплачу. Ну что, мы прибыли, этот микрорайон. Чуть не сказала, этот микрорайон принадлежит моей подруге. Оговорка по Фрейду пусть будет. Вот такой микрорайон с новенькими домиками. Здесь
здесь живет моя подружка, с которой мы с 6 класса вместе учились, мечтали... Что происходит? Мечтали вместе поступить в ДВГУПС. И она живет здесь уже с первого своего курса. Да, Олох новосибирская девочка стала. Вот. Такой микрорайон отдаляется от города, такой отделенный, далеко находится. Приехали мы за 500 рублей, все в тенге переводим, дорогие мои. Непонятно, то непонятно. Мы не готовы. Ника вообще тонно. Шапку говорила ей взять. Не говорила. Не говорила, говорила. Не говорила. Мы уже внутри. Поцеловались, поприветствовались. Вот. Это Таня. Всем привет. Мгм. Это моя подружка. Тематический обед. Добро пожаловать в Сибирь. У нас тут борщ, сало, зелень с огорода, сметана, горчица, там маринованный лук, все дела. Вообще, вот. Как хорошо, да. Мы голодные, холодные приехали. И тут нас встречают с борщом, с салом. Ну что, Азбулсон, ребята, Азбулсон. Вот муж сидит, работает. Там через стенку доченька. Она захватила всю квартиру. И где-то здесь у нас Ева, собака, которая... Все. Ой, круто, классно. Дядя. Раз, ребята, мы сейчас будем пить чай старый. Ах, шай старый. Смотрите. Начинаем. Будем... Сейчас вы будете пробовать, а мы будем снимать на камеру. Наверное, начинаем. Вот это пшено. Видите, Экодом Павлодар. В Экодом Павлодаре у нас есть YouTube-влог Таня. Там мы были в производстве внутри этого. Мы знакомы с владельцем этого Экодом Павлодара. Вообще очень чисто, классно. Они делают курт именно бизнес, ориентированный именно на национальную казахскую еду. Вообще супер. Давай. Насыпаем. Ника насыпает. Антону тоже вот. Ага. Муж до сих пор сидит, работает. Но поговорили, успели. Сейчас будем чай пить. Он очень вкусный. С первого раза, как попробовали, понравился. Не побольше. Угу. Перемешиваем. Сюда. Да, сюда. Ага, все. И надо вот так вот перемешать и чуть подождать, да, или просто? Или сразу? Надо подождать, он будет растворяться, но уже можно чуть-чуть пить, он такой обжаристый. Ну, пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Мама. Ну, ты знаешь, что горячий. Как тебе? Кстати, прикольненько, да? Хрустит вот эта штучка. Все позвонки. А когда постоит, наверное, немножко разбухнет, да? Нет, он растворится. Растворится совсем? Он такой привкус дает. Вот она не совсем. Да, привкус интересный. 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 Чуть-чуть не жженый, а как это? Ну, вот это вот поджаристое. Поджаристые крошки. Хрустящие. Прикольно. Все, мы собираемся на улицу. Асик-пысик. Лапки. Господи, да? Еще собаку надо одевать. Вот такая у меня подружка. Собаку оденет, ребенка оденет, сама оденется. А мы вот стоим. Ага. Там остаха да все. Мы выходим. Тихо. Посмотрите на Никину шапку. Аф. Выходим. Что с собакой? Ага, давай, все, я ключи взяла. Все,
Все, идем целой оравой. Ника, посмотри. Мгм. Красота. Не шапка, а красота. Ох. Таня, тебя стало очень много. Капец, ребята. Вообще, снег начался. Жизнь. Тут снег. Ханна, он. Ой, Ева писает. Давай. Жесть! Вообще, это Новосибирск. Только что было вообще норм. Ага, да, беги, беги. Открывай. Жесть. Я в шоке. Все, встретимся на вокзале. Ребята, в ночь мы выезжаем. Уже час ночи по Новосибирску. 11 ночи в Алмате. Что хочу сказать. Спасибо Новосибирску. Вообще моей подружке. Огромное спасибо, Таня. Вообще за то, что ты нас приняла. Мы уже помыли наши лица в вокзале. И мои прыщи тут как тут. И передают вам всем приветы. Вот. Ну, а пока покажем Нику с чистым лицом. Ну что, Ника, как тебе моя подруга? В смысле как? Ты ее знаешь. Да. Вкусно покушали. Домашние еды. Спасибо. Спасибо. И сейчас мы наконец-то на первом этаже. Мы ликуем. Да. Наконец-то на первом этаже плацкарта. Сегодня мы еще помогли, очень многим людям помогли, кстати. И, мы даже помогли 2 гражданам из Узбекистана. Ты знаешь, да, пополнили баланс. Вот, так что вообще Узбекистан для Ники это, можно сказать, извините, у тебя сестренка, 2 сестры из Узбекистана, можно сказать. И вот, так что можно сказать, вообще родная страна. Вот. Ну, а то, что у нас плана скоро мы будем... Я вообще уставшая, я вообще жестко много работала. Я прыщавая. Поэтому не показываю. У меня 3 прыща на подбородке. Я очень много работала и даже не заметила, как быстро время прошло. И сейчас мы выезжаем в сторону Красноярска. Там снова созвоны, снова работа. И постараемся показать вам Красноярск. Но Новосибирск особо не показали. Ну и не смотрели, если честно. Тут такая метель. Практически 0 градус, 9 курток. Вот. Ну все, ребята. Всем спокойной ночи. Ну что, мы прибыли в Красноярск. Пожалуйста, показываем вам. Ой, я с этим диджеем, Аллах, вообще пытаюсь приблизить. Нет, в принципе, хорошо. Вот. Пожалуйста. Вот так выглядит вокзал в Красноярске. Сейчас мы должны будем через эту лестницу длинную, высокую, должны будем с этим багажом подниматься. А почему нет лифта? Почему нет дорожек? Ну ладно, идем. Здесь мы пробудем до завтрашнего утра. Сняли гостиницу. Полежим, отдохнем и помоемся. Позади 3 поезда. Всё. Ребята, нереально холодно. Посмотрите, Ника обмоталась в мою футболку. На ней шапка от Тани. Я в принципе, чуть-чуть была готова, но особо... Но ты не готова. Ты не готова. Мы не готовы. Это просто жесть. Город, обстановка в городе. Мы думали, сегодня мы покажем вам город.
Но не знаю. Постараемся, конечно. Но в Красноярск мы показывали, где? В принципе. В прошлом году мы здесь тоже были, в этом городе. Но очень холодно, невозможно. Просто метель, ветер. Все снег еще идет. Идет снег. Все такое холодное, морозное. И я думаю, мы как-то лучше посидеть, поработать, что ли, да? Ай, ладно, все. Завтра уже вылетаем в сторону Якутска. Я в шоке, если здесь, в Красноярске, снег, что будет в Якутске? Хотя по сторис, вот по сторис мы же смотрели, все в ветровках, где шарахаются, всем хорошо, всем тепло, но может они же северные люди, а нам-то холодно постоянно. Мне, например, постоянно холодно. Я не знаю, я волнуюсь. Мне сейчас просто очень холодно. Почему мы вообще выбрали вот такой путь, да? Поезду, да, это несколько причин было. Самая главная причина, чтобы отдохнуть вот эти 3 дня, полежать в поезде, где нет связи, чтобы поспать спокойно, чтобы никто не будил, чтобы вот понимать то, что все, нет связи, нет работы. Для этого вот первая причина, да? Вторая причина это... Ой, господи, боже мой! Инфаркт еще. Вторая причина это все-таки увидеться в Новосибирске с подругой, но самое главное это, чтобы полежать и поспать, потому что очень сложный месяц выдался, морально сложный, физически сложный, и хотелось как-то отдохнуть. Вот для этого, да? Поэтому мы вот выбрали вот такой путь. Кому-то покажется это очень сложным, но поспать очень хотелось. Все, ждем такси и выезжаем. Покажем вам наш рум-тур. Я так понимаю, это река Енисей. Мы прибыли в гостиницу. Карат Апарт называется. 1000 номеров. 167 ищем. Как будто мы не на том этаже, если честно. Ой, кайка. Ну, что-то приближается, где? 176. Ой, 1000 дверей. يجي ما ياخد أن تخسر شو بها توشي. Барым бараргам будем хетту. О, нет, прибыли. Ура, неужели? Просто ищи эту комнату. Все, и вы вместе с нами сейчас увидите комнату за 3900 рублей. А это сколько у нас? 24 тысячи тенге. Разуваемся. Ой, господи. Угу. Айч. Здравствуйте. Прикольно. Да? Другая комната была, да? Блин, одна кровать. Ой, блин. Да? Другая какая она была? Люстры нету. Все, видишь, вот в рекламе одно, а получаем мы другое. Ай-ка, я не хочу. Пускай так будет. Ничего, говорю. Вода, водичка есть, все есть. Такие суточные квартиры при отеле. Тоже прикольно. Ай-ка, я не хочу разбираться. Никому здесь не жить пришли. А? Болун, да? Ты хотела большую люстру? Ника? А, да? Они дали другой. Ну, чистенько, смотри. Наконец-то можно будет помыться просто после 3 дней в поезде. Еще и байка? Нет? Давай, ага, пускай. А что это какая была? Сейчас покажу.
Ну, вот такая комнатка у нас. Все. Наконец-то можно отдохнуть. А интересно, вот тут есть посуда на двоих. Все на двоих. Даже приборы на двоих. Понятно? Примерно вот это сейчас. Примерно, ну такой. Как будто чат GPT. Ну, Ёшки. Ну, получили вот это. Ну все, ребята, всем пока. Пока, Волода. Сейчас мы идем кушать. Покажем вам. Друзья, мы пришли в уникальный ресторан с паровозиками. Вот Ника. Подожди-ка, ага. Заходим. Находится в 2 минутах от нашей гостиницы. Угу. Тут еще такая надпись. Ну вот так я снимаю к поездам. Слышите, да? Не, поездов нам не... мы как будто... Нам не надоело, да? 3 дня. Итак, Ника нашла это место через 2 ГИС. Отсюда приезжают десерты и напитки. Мы заказали бизнес-ланч. Он примерно, 500 рублей, по-моему, будет. Да, это в тенге 3000 тенге. Мы скажем потом, сколько стоит точно. Вот такие у нас есть. Опять я такая. У меня все быстро становится. У нас в Таразе, у нас в Кызылорде. Я такая быстрая девочка, короче. Столы распределены по станциям. Мы находимся на станции Минусинск, называется. Ух ты! Это наши морсики едут к нам. Прикольно. Классно. Ну что, прибыли? Давай. Ух ты. С приездом, Ника, в Красноярск. Прикольно. Угу. И интересно, да, как он обратно уезжает? Ну, вызовут, наверное. Че, можешь уезжать? Вот тут человечек сидит. Цветочками. Сибирский экспресс. Красноярске. Классно. Он все, уезжает обратно. Все. Прикольно вообще. Вообще классно. Так, первым прибыл салат. Да, что такое? Угу. Цыпленок с брынзой я заказала. Ника? О, у тебя как-то вкуснее выглядит. Ну все, Асболсон. Вот так сидим через станцию. Ребята, очень вкусно. Я заказала цыпленка с копченой брынзой, вишней и сливочном соусе. Мне понравилось. Вкусно. Спасибо. Спасибо. Салат вкусный, реально. После вот этих ветров горячий суп сам, это вообще очень горячий. Ну, с курицей, борщ с курицей. Ну, ничего. Ничего. Тебе как? Так, я пересела, и вот так выглядит тефтели с картофельным пюре. Ага. Кайдай? Ой, хорошо, иди покушать спокойно. Ребята, сейчас приедет наше мороженое, и вот станция, она включилась, она вообще была выключенная, прикиньте. Прикольно, да? Она так резко и сразу включилась.
И там внутри люди. Ух ты! Едет, снова едет. Здравствуйте, здравствуйте. Ага, ага, сюда, сюда. Еще останавливается, да, чуть-чуть? Прикол вообще, ну классно. Это так необычно, это так вообще по-детски. Наш ребенок в душе ликует, понимаете, да. Спасибо. Вообще классный ресторан, Сибирский экспресс, город Красноярск. Вообще так приятно, вот ребенок ликует, да. Не? Вообще супер вкусно, супер, супер идейно, супер аутентично, с поездом. Классно, вообще мне очень понравилось. Эти втельки вот эти, они прям мясо варят. Все такое натуральное. Спасибо, вообще классно. И вот станция выключила свой свет. Все, до свидания. Поезд уехал. Так, ребята, вот сидим, чай пьем, решаем дела. Связь жёг, интернет жёг. Красноярск самый лучший. Ну, чуть-чуть интернета есть, да. Тут написано Красноярск самый лучший город в мире. Прикольно. И стаканчики такие красивые вообще. Прикольно. Мне понравилось. Итак, что по счету? Давайте посмотрим. Счет нам принесли вот в такой корзинке. Так, показываем. Да что так ты будешь делать? Вот. Вот корзина. Счет на 2434 рубля. Сколько это в тенге? 15 тысяч тенге. Мы ориентируемся, Бархсаттар, в тенге. Когда переводим в тенге, понимаем, да, мы можем это себе позволить. Или нет, мы не можем это себе позволить. Вот так вот. Все в тенгешках. Ну что делать? В рублях особо нет ориентации. Вот, все ложим, оплатили. Мне понравилось, если честно, вообще очень. Ну, как мы всегда честно говорим, классный ресторан. Он такой интересный. Стоит посетить, и он не только интересный, но еще и вкусный. Так что приходите в Сибирский экспресс и кушайте. Что, ребята, всем доброе утро. Мы выезжаем. Вот, посмотрите. Вообще классная квартира такая. Вот квартирный. Вроде квартира такая однокомнатная, да? Ага, все такое новое, чистое. И классно то, что это вообще при гостинице. И каждая квартира вот такая, каждая комната такая квартирного вида, типа, со своей плиткой, кастрюлькой. Ну, в общем, классно. Стоит всего 20 тысяч тенге, что ли. Ага. Ну, все, мы выдвигаемся в сторону Якутска. И скоро, Якутск, встречай нас! Мы прибыли в аэропорт Красноярска. Он очень большой, сразу скажу. Несколько тут этих шлагбаумов. Такой прям огромный. И до него, знаете, ехать 40 минут. 40 минут и стоимость такси с города до аэропорта примерно 6 тысяч тенге. Да? Ну, очень долго ехать. Прям как будто до соседней деревни. Мы поспали. Я аж 2 раза прикорнула. 9600 и 10 тысяч тенге стоит такси с города до аэропорта Красноярска. Ну все, сейчас мы заходим и будем спать. Хочу спать. Итак, вот вылет в Якутск 10:45. Получается, регистрация с 8:50 начинается. На минут через 5 вроде. Как вы видите, на первом этаже вообще нет посидеть. Мест посидеть нету. Там есть вот сколько стульчиков? 10, что ли? И все. Больше нету. Где-то в центре огромного аэропорта. Больше нигде. Вы представляете? Вот тут люди стоят уже полчаса и нигде. Просто ни скамеечки. Я просто в шоке. Оказывается, все познается в сравнении.
Просто уже ноги устали. А вот так вот. Ага. Нету. Вы видите стульчики? Вы видите скамейки? Я не вижу. Мне что, на пол сесть? Наверное, на пол уже. Вообще нигде нет. Это очень странно, оказывается. Ну, пошли мы дальше стоять. Ай-ой, мы все сели в автобус. А на третьем этаже, благо, были скамейки, но очень много вообще времени катастрофически не хватает. Как только садишься, начинается все. Чаты, работа и все на свете. Все, я уже хочу спать. Ты как, Ника? Я начинаю заболевать, но не хочу болеть. Я не болею. Не болей, иди. Не болею. Ну все, до встречи, Якутск. Та-дам! Мы приехали. До свидания. Вауч! Боже мой! Мы в аэропорту. Вот же написано Якутск. Мы были здесь в прошлом году. И так классно приехать. Неожиданно, не планируя. Вот так резко. Мы в аэропорту Якутск имени нашего такого писателя, можно сказать, выдающегося гения современности Платона Аюнского. Для маленького города, я считаю, у нас очень классный аэропорт. Так. И здесь все так приятно видеть перевод на своем языке. Кстати, Индрайв же с Якутии. И тут он уже не Индрайв, а Драйви. Так вот. Кто не знает, Арсен Томский из Республики Саха. Он поменял гражданство. Теперь он казах. Так вот. А как тебе перелет? Хорошо вообще. Спала. Спала. Привет, Таран. Ух ты, это мои подружки, познакомьтесь. Троллар, ух ты! Вика. Привет, Таран. Привет. Начиджи, спасибо. Уже утро Ханджи, спасибо. Вот, это мои подружки. Дружим 26 лет. Да, хасхардым марта. Что за ветер? Хотя, да, в Красноярске, он в Новосибирске, на Гандрагате. Кто не видел наш аэропорт, показываем. Он такой стильненький. В духе Тенгри. Классно. Священный Сергей стоит. Значит, ура! Мы на родине. Какие у меня планы, Ника? Кет. Значит же. У тебя какие планы, Ника? Поехать домой? Текстюр? Ага. У меня спроси, какие у тебя планы на родину. У тебя, да? Ага. Какие у тебя планы? Барларын кадыр сахалыга все тебе. Налево, направо. Это значит же.
И там... Bu тух, который турар район, Посмотрите на детали. Красота. Идем до бесплатной парковки. Да, холодно ведь. Где? Жестко холодно ведь. Ваш якутский дом. Когда в Якутске мы останавливаемся в панораме. Мы приехали к подружке. Ее сынок крестный. Привезли подарки. Она радуется, ходит. Ребята, мясо местное. Нас встречают с супом. Это так приятно. Домашняя еда. Я сколько уже вот в пути. Домашней еды так мало. В Новосибирске вот Таня нас покормила. Сейчас Майя. Ну, эту квартиру мы снимали, наверное, в прошлом году. Иди тоже. Нет? А, да? Тогда влога еще особо не было, да? В этой квартире мы чуть ли не постоянные жители, когда приезжаем. Сиренчик. Ну что? Якутские суши. Джара, Суши только в Якутске есть. удон, вона корзинка. Корзинка. Конверты. Ага, конверт с семгой. Только в Якутске конверты делают, оказывается. Да? Да, вообще нигде нет его. Не делают. Бургеры делают. А, Суши-бургеры. Типа. суши-бургер. Конверты. Спасибо. Спасибо. Азбуз. Мини-гастикахан. Ням-ням-ням-ням. Будем сейчас объедаться. Вот огромный конверт. Только в Якутске его делают. Ну, в Якутии. Странно, где? Он такой большой. Маните. Качектаны. Меня сразу хап.